Здравствуйте! В эфире программа «Акцент». 5 сентября в Якутске стартует необычный образовательный проект «Школа. Учим. Знаем». Сегодня об этом мы поговорим с главным специалистом отдела общего образования и языковой политики Министерства образования и науки Республики Валентиной Константиновной Захаровой. Что такое проект «Учим, знаем», основные его цели, как будет строиться учебная программа для детей, участников проекта. Ответы на эти и другие вопросы вы узнаете в этом выпуске программы «Акцент». Здравствуйте, Валентина Константиновна. Расскажите нам, пожалуйста, об этом проекте подробнее. «Учим, знаем» — это федеральный проект, целью которого является создание полноценной школы в медицинских учреждениях для детей, которые долго болеют и находятся на длительном лечении в данных учреждениях. Инициатором данного проекта и руководителем является первый заместитель министра образования и науки Республики Саха-Якутия Габышева Феодосия Васильевна. И благодаря ей республика попала в число 15 субъектов, которые реализуют данный проект. Мы сказали, что 5 сентября проект стартует. Кто же будет на этом открытии? Открытие площадки состоится при участии высших должностных лиц нашей республики, а также создателя и руководителя проекта «Учим, знаем» Шарикова Сергея Витальевича. Чем же эта школа будет принципиально отличаться от того, что сейчас существует? Мы знаем, что учителя так и так ходят в больницы, учат детей. Для этого проекта оказала спонсорскую помощь фирма Samsung, южнокорейская, да? И они совершенно бесплатно предоставляют компьютерное оборудование. Так, и с помощью компьютерного оборудования дети, которые находятся на длительном лечении, они могут получить образование не только у приходящих учителей, да, 35-й школы, а также они могут пройти обучение с учителями из своих школ, сел. Так, и это оборудование, вот уникальность этого оборудования, то, что поможет установить связь со школами, с родными школами детей. Получается, образование будет дистанционным, да? Да, образование дистанционным, там они могут получить консультацию, потому что мы знаем, что все школы обучаются по федеральным государственным образовательным стандартам, так, и подходы, приемы и методы у учителей вот, у них разные, да, используют. Поэтому, чтобы не отстать от своего класса, ребенок может получить консультацию, да, или знания по программе, по стандартам, да, у родных учителей, которые находятся отдаленно в улусах нашего района. То есть это оборудование полностью отвечает современным требованиям? Это оборудование полностью отвечает современным требованиям, да, и дает вот, колоссальную возможность не только вот связываться вот именно со своими учителями, да, и могут получить дополнительные образовательные знания, умения, потому что существует очень много образовательных программ, и они могут найти и пройти обучение также дистанционно. Школа — это для детей, страдающих разными заболеваниями. Соответственно, и диагнозы у детей могут быть очень сложными. И для большинства из них учеба в школе — это непосильная нагрузка. Так вот, чем будет отличаться, как будет строиться, вернее, учебная программа для таких детей? Чем она отличается от обычной? Дело в том, что эти дети, как вы уже сказали, да, находятся на длительном лечении. Так, если у них тяжелое заболевание, да, так, они получают медикаментозное, да, лечение, которое, конечно, способствует тому, что когда химиотерапия, например, да, так, они вот, некоторое время бывают нетрудоспособными, можно сказать, да, так, и это обучение строится именно в согласии и в полном контакте с лечащими врачами. Так, и расписание, так, и учебный план тоже согласовывается с врачами. Задача, да, этих школ, чтобы они не отстали от программы. Дает возможность
всем детям, которые находятся на длительном лечении, быть успешными. Да, поэтому сейчас проводится очень большая, огромная работа. У нас уже утверждена дорожная карта. По этой дорожной карте мы должны, самое главное, перед нами вот стоит задача, чтобы все учителя, которые обучают детей в стационарных учреждениях, прошли обучение по проекту «Учим, знаем». У нас финансирование заложено на этот проект. Кадры 35-й школы есть, да, это опытные кадры, это исторически вот как бы заложено, что они несколько десятилетий обучают детей именно длительно болеющих и в медицинских организациях. Да. Те же учителя пройдут вот это обучение, потому что тут надо менять полностью подход к детям. Потому что учителя должны не только, наверное, учить, но и быть психологами, да. уметь многое другое, да? Ряд компетенций каких-то других. Да, вот, конечно, сострадание это должно быть, но привить им какую-то надежду на светлое будущее, и надо постоянно им дать возможность стать успешными во всех предметах. Это возможно, там есть своя технология. Сделать всех детей успешными. Все-таки мне кажется, что главное требование, цель, вернее, этого проекта не только дать возможность детям не отстать от учебной программы, но и понять, что во время болезни жизнь не останавливается. Да, чтобы у детей была надежда на то, что, конечно, вот этот этап жизненный они все равно пройдут, успешно пойдут на оздоровление, и без проблем они вернутся в свою жизнь до болезни. В этом проекте учителя-предметники все будут или будут учить только основным предметам? Так, ну, в основном, да, обучают только по основным предметам. Так, но еще у нас есть, этот проект у нас введен с 2009 года. Это дистанционное обучение детей, да, инвалидов, в том числе детей, которые находятся в длительном лечении в медицинских организациях или на дому. Этот проект у нас до сих пор работает, и по данному проекту дети получают дополнительное образование. Это по интересам. Например, если вот ребенок, когда находился у себя дома в школе, да, он посещал студию ИЗО, да, и он продолжает также этим заниматься. Не только ИЗО, там очень много кружков есть по доп. Образованию, да, по дополнительному образованию. И также вот есть предметные кружки. Если ребенок интересуется химией, биологией, они тоже дополнительно получают вот такое образование дополнительное. Я знаю, что в октябре состоится вторая всероссийская научно-практическая конференция, называется «Заботливая школа», где вот примут участие как раз вот эти 15 пилотных субъектов, которые принимают участие в этом проекте. Вы что представите на этом проекте? Наверное, будете участвовать в этой конференции? Да, мы обязательно будем принимать участие. Так, у нас есть что представить в этом проекте, да? Но в первую очередь это проект дистанционное образование детей-инвалидов, которые находятся, обучаются на дому и на длительном лечении в медицинских организациях. Так, и еще этот проект, который вот у нас вступает в силу только вот с этого учебного года. Спасибо, Валентина Константиновна, за содержательную беседу. Спасибо. С вами была программа «Акцент». До свидания.